Сегодня в Воронежской области на берегу Дона вспоминали и воссоздавали обстоятельства подвига, совершенного здесь 66 лет назад, когда в разгар жестокого боя красноармеец Тулибердиев закрыл собой амбразуру немецкого дзота. Те, кто все эти годы хранит память о герое, а это десятки людей в России, в Киргизии, откуда он родом, настаивают. Тулибердиев совершил свой подвиг намного раньше Александра Матросова и лишь по прихоти пропагандистской машины не стал, как тот, человеком-легендой. Но вот сами эти подвиги, задумалась Ольга Чернова, они не порождение ли той же машины? Реконструкция подвига. В августе 42-го здесь прорывалась под пулями 9-я рота. Задача – уничтожить дзот противника ценой жизни, бросившись на амбразуру, как легендарный Матросов. Долгое время считалось, что Александр Матросов первым совершил подобный подвиг. Но мало кто знает, что у 19-летнего героя, ставшего официальным советским символом самопожертвования и мужества, было, по некоторым подсчетам историков, около полусотни предшественников, в том числе и Чолпанбай Тулибердиев. Здесь, ровно 66 лет назад, на западном берегу Дона, он закрыл своей грудью вражескую амбразуру. В роли героя Чолпанбая грузчик Мирлан. Он плохо говорит по-русски, но дал понять, то, что сделал его земляк, это очень тяжело и страшно. В донесении, найденном в архиве Министерства обороны, подвиг Тулибердиева описан с точностью до метра. Как он по-пластунски забирался на Меловую гору, был ранен, его прикрывали товарищи, несколько человек были убиты. Он начал ползти к этому доту. Вот. Одну гранату бросил, вторую гранату. Пулемет то замолчит, то оживает, то замолчит, то оживает. И уже гранат нет, патронов нет. И что оставалось делать? Либо положить всех людей, либо он закрыл собой, дал возможность просто дальнейшему наступлению, форсированию реки. По словам сослуживцев Тулибердиева, упавшее на амбразуру тело киргиза немцы пытались отбросить штыками. По оценке военных, закрыть грудью амбразуру возможно только на несколько секунд. Пулеметная очередь сразу отбрасывает погибшего. Что касается Матросова, говорят исследователи, он стал легендой, потому что о его подвиге узнал Сталин. Если подвиги сплошь и рядом, это уже не подвиги, хотя их было 1000. И вот как бы на примере Матросова был пример, скажем так. Наваливается тело, несколько, он там, пулемет захлебывается, он не может стрелять. Нужно как-то потом оттолкнуть, по крайней мере, уж как минимум прицельный огонь. Пулеметчик вести не может. Чтобы уже, порядка, минимум, я думаю, секунд 10. За эти 10 секунд затишья отдал жизнь 19-летний Тулибердиев. Каждый год 6 августа на место гибели земляка приезжают киргизы, чтобы помолиться за народного героя. Накатывались слезы и ком в горло, как говорится. Молодой парень, 19 лет, ведь Чолпанбай Тулибердиев, он прикрыл грудью дзот первым. История рассудит. Фронтовики не скрывают, подобные подвиги некоторые совершали вынужденно, когда в 42-м создали заградотряды. Красноармейца, отказавшегося бежать на дзот, ждал расстрел или штрафбат. Сколько было таких героев, доподлинно неизвестно, но каждый из них – легенда. Чолпанбай Тулибердиев похоронен на высоком берегу Дона, близ села Селявное. Ольга Чернова, Олег Золотарев, Андрей Островерхов и Юрий Лесных, телекомпания НТВ, Воронежская область.